Чувашия присоединилась ко всероссийской акции «Студенческий десант», которая проходит в преддверии Дня российского студенчества. В этом году ее участниками стали 15 лучших молодых людей и девушек из 5 ведущих вузов республики. Азы профессии полицейского вместе со студентами постигала Марина Сергеева. Акция, в которой приняли участие студенты ЧГУ, педуниверситета сельхозакадемии, Волжского филиала МАДИ и Чебоксарского кооперативного института, стартовала в Музее истории органов внутренних дел республики. Прежде чем погрузить ребят в будни сотрудников МВД, им рассказали историю становления и развития полиции. Вечером десантники, разделившись на группы, отправились в рейды. Так несколько человек познакомились с профессией участкового уполномоченного полиции. Прошли вместе со старшим лейтенантом Иваном Черновым по закрепленным за ним адресам, стали участниками разъяснительной беседы по профилактике бесконтактных мошенничеств с посетителями магазина. В Чебоксарах проводятся мероприятия по противодействию мошенников. Хотел бы вам вручить такую памятку. Не менее интересно было и тем, кто заступил на охрану общественного порядка вместе с представителями наружных служб. Вместе с инспекторами ДПС студенты МАДИ останавливали автомобили, проводили профилактические беседы, напоминали водителям о необходимости соблюдать ПДД и быть вежливыми на дорогах. А ребята, которые отправились в рейд с сотрудниками ППС, старшим лейтенантом полиции Николаем Павловым и лейтенантом полиции Александром Водейкиным, проверили несколько круглосуточных питейных заведений, расположенных в юго-западном районе, доставили нетрезвого мужчину в отдел полиции и даже выехали на 2 семейных скандала. Он разбил счетчик. Перед полицией пришла, сфотографировала, разбил дверь 31-й. Также студентов пригласили в экспертно-криминалистический центр. О работе подразделения рассказал подполковник полиции Алексей Лукин. Участникам акции показали лаборатории, где проводятся различные исследования. Студенты наблюдали, как определяют сплав металлов в ювелирном украшении и научились пользоваться сверхточными весами. Молодым людям было интересно примерить на себя профессию бойца спецназа. Майор полиции Олег Воробьев раскрыл секреты отличной физической подготовки и боеспособности, которой славятся бойцы спецназа, продемонстрировал приемы самообороны, элементы задержания вооруженных преступников. Локтевой сгиб, накладываю ручку и вот к себе, да? Свободную руку за голову. Еще у нас сейчас новый требование. Свободную руку за голову делаем. Вот. Все, есть. Прихватили его, перевод шагом. Встречали студентов и в Центре оперативного управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары. Сюда выводится изображение с 2300 камер видеонаблюдения, расположенных в городе, что позволяет максимально быстро выявить и пресечь различные правонарушения. Студенты нашли по программе «Поток» заданный автомобиль и познакомились с работой дежурных сотрудников службы 02. Принял вас, передал. В Центре кинологической службы наравне с полицейскими службу несут больше 40 четвероногих питомцев. Каждый из них обучен определенному мастерству. Девушки и юноши не скрывали восторга, наблюдая за тем, как кинолог и его четвероногий коллега легко понимают друг друга. Подводя итоги акции, участники не сдерживали эмоций. Многие студенты тут же изъявили желание вступить в ряды народных дружинников, а после окончания учебы даже поступить на службу в органы внутренних дел.